В настоящий момент дорога к источнику минеральной воды Ауатхара недоступна. В этой горной местности все еще лежит снег, поэтому та Ауатхара, которую вы видите на прилавках магазинов, прошлогодние запасы. Их хранят в таких цистернах. Сухумский пивзавод запасает 180 тонн минеральной воды, то есть 360 тысяч бутылок, которые реализуют за то время, пока дорога к источнику закрыта. Ну, мы в процессе лета пока завозим тоже чуть-чуть, потребляем, ну, наливаем в бутылки, а так на зиму хватает, да, потому что у нас зимой Ауатхара не так уходит, это у нас в связи с сезоном больше, летним отдыхающий. В этих цистернах вода отстаивается. Следы минеральных отложений хорошо видны вокруг. И это лишь начало длинной технологической цепочки, в конце которой мы получаем бутылку чистой 100% минеральной воды. В емкости она на улице, потом она перекачивается в буферную емкость. Это в подвале за стеной, там определенный температурный режим, чтобы соблюдался. Она охлаждается и подача на розлив у нас идет. Подача на розлив идет через фильтра, каскадный фильтр. Там идет 10 микрометров и 5 микрометров для сожжения ненужного мусора, так скажем. И после этого попадает через УФ-лампу на розлив. УФ-лампы для обеззараживания, чтобы микробиология не развивалась в Ауатхаре. Непосредственно розлив, где она уже газируется, СО2, и идет на розлив бутылки. Перед газированием воду охлаждают, так как вода, температура которой выше 24 градусов, плохо принимает углекислоту. Газируют Ауатхару по двум причинам. Во-первых, углекислый газ подавляет рост микроорганизмов, а во-вторых, Ауатхара из источника идет уже насыщенная газом. Просто в процессе транспортировки и других манипуляций выдыхается, а газирование возвращает ее к первозданному виду. Ауатхара – это наша минеральная вода, абхазская. Она, так как находится в глубинах скалистых наших горных средах, в нем растворяются со временем миллионы лет растворялись разные микроэлементы, которые практически необходимы человеку. Она от природы газированная, но как ее получают, ее привозят. При этом какая-то часть углекислого газа может просто улетучиваться. Чтобы вернуть ее прежние вкусовые качества, можно чуть-чуть углекислый газ насыщать, и все, проблем никаких. Абхазские химики называют Ауатхару лучшей в мире минеральной водой. По их словам, ее состав уникальный. Она содержит все необходимые человеку минералы, а кислотно-щелочной баланс настолько гармоничен, что она рекомендована как людям с повышенной, так и с пониженной кислотностью. Именно кислотно-щелочной баланс Ауатхары, она нейтральная. Она практически носит нейтральную среду. Так как Ауатхара нейтральная, она может даже от изжоги спасти. Вот многие люди страдают от изжоги, а вот Ауатхара может, допустим, кислотную среду желудка легко нейтрализовать. Это очень хороший показатель. И что хорошо, что это именно наша вода, не привозная, а именно в Абхазии. Она у нас рядом, на Рицах, да? Обыватели считают, что Ауатхара, которая продается в магазинах, это не та минеральная вода, которую можно набрать из источника. Они ссылаются на желтоватый цвет и некоторую замутненность. Но, как утверждают специалисты, оттенок Ауатхаре придает взвесь известковой примеси, от которой на производстве избавляются фильтрованием. Эта примесь вредна для организма, поэтому бутилированная Ауатхара полезнее добыта из источника. Но только при условии, что подготовлена и разлита она по всем правилам. В Ткуарчале мы обнаружили Ауатхару местного разлива, но посмотреть, как ее разливают, не смогли. Цех был закрыт. О качестве можно судить и по маркировке. Разница между сухумской и ткуарчальской Ауатхарой очевидна. Но есть разница и в цене. Кстати, свои бутылки Сухумский пивзавод принимает обратно. Обычные по 2 рубля за бутылку, а премиальные по 4 рубля.